Добрый день, уважаемые друзья! Остается чуть больше недели до 1 февраля, то есть до даты, когда вы сможете внести корректировки выбранным предметом ЕГЭ для поступления в ВУЗ. Сегодня мы вас хотим ознакомить с некоторыми нюансами выбора ЕГЭ и поступления в ВУЗ. На примере Акмолинского университета это коснется всех вузов Российской Федерации. Значит, уважаемые ребята, зачисление в ВУЗ осуществляется по результатам 3 ЕГЭ. Русский язык вам нужно выбрать в любом случае, вне зависимости от того, какое направление вы не выбрали. Дальше идет обязательный предмет ЕГЭ. И дальше третий предмет. В этом году здесь есть изменения. Если в прошлом году третий предмет был фиксированный, в этом году у вас есть возможность выбора третьего предмета ЕГЭ между двумя предметами. Многие вузы третий предмет ЕГЭ дают возможность вам выбора из двух предметов. Вы можете сдать как один предмет, как второй предмет, можете сдать и первый, и второй предмет, и при зачислении уже предоставить результаты того предмета, по которому у вас результаты ЕГЭ больше. А на так называемые направления подготовки, творческие направления подготовки, при поступлении учитываются результаты 2 ЕГЭ и 1 вузовского творческого экзамена. Например, при поступлении на художественно-графический факультет у нас учитываются результаты 2 ЕГЭ и 1 творческого экзамена по рисунку. Значит, как выбрать ЕГЭ? Какие же предметы нужно? Конечно же, надо зайти на официальный сайт вуза. Вот на примере педагогического вуза мы вам показываем, как это делать. Заходите на главную страницу, дальше вот видим кнопочку «Приемная комиссия». Как только нажимаете на данную кнопочку, выйдет уровни образования, какие вы хотите. Вот колледж, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Ну, выпускники этого года, конечно же, выбирают бакалавриат или специалитет. Как только зайдете в этот раздел, здесь будет нормативные документы. Находим документ «Перечень специальностей и направления подготовки» и «Перечень вступительных испытаний». Появится вот такая таблица, направление подготовки, профили, также количество бюджетных мест по разным формам обучения и конкретно перечень вступительных экзаменов. На слайде вот мы видим, для поступления на направление подготовки биология нужно биология, математика, в скобках химия, то есть вы можете выбрать, как уже говорил, между математикой и химией, а также русский язык. Если же в перечне вступительных экзаменов есть математика, то математика должна быть обязательно профильного уровня. Документы можно подать 5 вузов, а количество направлений с этого года определяют вузы сами. От 2 до 10 для поступления в Акмолинский университет вы можете подать документы на 5 направлений подготовки. Так, результаты ЕГЭ действительно в течение 4 лет, то есть для поступления в этом году действительно результаты 18, 19, 20 и 21 года сдачи. Часто абитуриенты задают вопрос, сможем ли мы сдавать экзамены в формате ЕГЭ в ВУЗе, если мы данный предмет не сдавали в школе. Ответ отрицательный, потому что в ВУЗе экзамены в формате ЕГЭ не проводятся, а вузовские экзамены имеют право сдавать только следующие категории абитуриентов. Во-первых, это те, кто поступает на творческие направления подготовки, где один экзамен обязательно будет вузовский. Также вузовские экзамены имеют право сдавать инвалиды 1, 2, 3 группы, дети-инвалиды, иностранные граждане, также выпускники колледжев или же вузов. Все остальные поступают только по результатам ЕГЭ, которые вы будете сдавать в школе. Помимо результатов ЕГЭ, для участия в конкурсе также вы можете предоставить свои индивидуальные достижения, за которые тоже получаете дополнительные баллы. Перечень индивидуальных достижений вы найдете на сайте вуза. Также количество баллов тоже там указано. И суммарное количество баллов за индивидуальные достижения не должно превышать 10 баллов.
Следующее, на что надо обратить внимание, это минимальный порог баллов для участия в конкурсе. Это тот необходимое количество баллов, минимальных баллов, которые нужно при поступлении в ВУЗ на те или иные направления, где в перечне вступительных экзаменов фигурируют общеобразовательные предметы. Но данные минимальные баллы, они индивидуальны для каждого вуза. К примеру, если у нас по русскому языку минимальные баллы 40, а у вас 39 баллов, то вы уже не можете подать документы ни на одно направление в нашем университете, потому что русский язык нужен при поступлении на все направления. Если же по математике у нас минимальный балл 40, а у вас 39 баллов, вы не можете подать документы только на те направления, где в качестве вступительных экзаменов присутствует математика. Так, дальше. Квота целевого обучения. Часто задает такой вопрос. Что это значит, квота целевого обучения? 1 июня все вузы на официальном сайте размещают квоту целевого приема, то есть это направление подготовки и количество мест, куда можно заключить договоры с работодателями. Вы заключаете договор с любым работодателем, который соответствует требованиям, которые вы видите в слайде. Это может быть отдел образования, это может быть администрация, в нашем случае конкретная школа или же конкретное предприятие. И во время подачи документов, помимо тех документов, которые общепринятые документы, как мы говорим, вы еще предоставляете в данном случае оригинал или же нотариально заверенную копию договора по квоте целевого обучения. Вот это наши сроки приема документов. Прием документов начинается с 14 июня и завершается в зависимости от условий приема. Если вы поступаете только по результатам ЕГЭ, до 25 июля. Если же вы сдаете дополнительные или же относитесь к той категории абитуриентов, которые поступают по вузовским экзаменам, в нашем вузе это до 20 июля. Зачисление по очной и заочной формам обучения. 27 июля на официальном сайте вуза появится рейтинг-листы. Вы сможете узнать свое положение по отношению к другим абитуриентам, которые подавали документы на данные направления подготовки. Следующая дата. Дата предоставления приема заявления о согласии на зачисление – это 28 июля для лиц, поступающих без вступительных испытаний, и для тех, кто поступает на места в пределах квоты. В пределах квоты одну квоту мы с вами уже рассматривали, это целевая квота, а вторая квота – это для следующей категории лиц, так называемая особая квота. Туда относятся дети-инвалиды, инвалиды 1, 2, 3 группы, также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и воины-ветераны. Что касается лиц, которые имеют право поступать в ВУЗ без вступительных испытаний, это победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по профильному предмету, если предмет профильное направление олимпиада. Например, при поступлении на направление подготовки математика и информатика профильным предметом является математика. Если вы являетесь победителем или призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, то на данное направление вы поступаете без сдачи вступительных испытаний. При условии, что по математике вы имеете минимум 75 баллов. Если же предмет не профильный, но присутствует в качестве предмета вступительных испытаний, то по данному предмету вы можете получить 100 баллов. Например, если же вы являетесь победителем и призером не по математике, а по русскому языку, русский язык не профильный на данное направление, но русский язык есть перечень вступительных испытаний, то вы получаете 100 баллов по русскому языку, опять же при условии, если имеете результаты ЕГЭ не менее 75 баллов. Дальше идет зачисление по общему конкурсу. Вот на слайде вы видите как раз какие даты. Дата предоставления согласия на зачисление и издания приказа о зачислении. Да, уважаемые ребята, в этом году второго этапа зачисления не будет. Зачисление будет проводиться только в один этап.
Теперь очень коротко о нашем университете. Сегодня Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмула является единственным педагогическим университетом Республики Башкортостан. В университете реализуется более 120 образовательных программ и профилей подготовки. Это огромный выбор и огромная возможность комбинировать результаты при поступлении в вуз. Ведется полный цикл образования, начиная с среднего профессионального образования, дальше готовим бакалавров, специалистов, магистров, также аспирантов и докторантов. На приеме этого года мы имеем 1690 бюджетных мест. Проходные баллы в зависимости от направления подготовки от профиля от 152 до 266. Структура вуза, как называем, 5 на 5, 5 институтов, 5 факультетов и свой колледж. И наши реализуемые направления. Как я уже говорил, педагогический университет, основные наши направления – это педагогические направления, но здесь тоже есть интересный выбор. Реализуется педагогическое образование с одним профилем. За 4 года вы получаете диплом по одному направлению подготовки. Вот на слайде вы видите физическая культура, художественное образование, начальное образование, дошкольное образование. Я их перечислять не буду. С данной информацией можете ознакомиться на нашем официальном сайте. Основные наши направления все-таки это двухпрофильные направления. В течение 5 лет срок обучения увеличивается на 1 год. Вы становитесь специалистами практически в 2 областях. Вот, довольно-таки много данных направлений. В рамках психолого-педагогического образования мы готовим психологов социальных педагогов, психологов-консультантов, психологов для системы управления, экономики и для образования. Специальные дефектологические образования – это логопеды и дошкольные дефектологи. И наши непрофессиональное обучение. Профессиональное обучение, здесь мы готовим специалистов для системы среднего профессионального образования, тоже интересные профили, это и информатика, и экономика, право, документоведение, физкультура, декоративно-прикладное искусство и многое другое. И наши классические направления. Готовим специалистов по направлению биология, биоэкология, генетика, переводчиков, референтов, аналитиков. Дальше наши инженерные направления, вот направление прикладная информатика, которая реализуется совместно с нашими работодателями. То есть мы здесь готовим специалистов уже конкретно для предприятий, в частности для Уралсиббанка и для Сбербанка. Здесь тоже интересные профили. Это цифровая экономика, прикладная информатика, здравоохранение. Дальше готовим по направлению информационной системы и технологии инженеров, как говорим мы обычно по-железски. И наш вуз единственный педагогический вуз, который реализует направление подготовки электроника и наноэлектроника. Дальше мы вас знакомим с нашими направлениями подготовки колледжа. Здесь тоже очень интересное направление. Подготовки ведем по 13 направлениям, как по педагогическим, так и классическим направлениям. Ну и надо отметить, что при поступлении в колледж экзамены практически сдавать надо, поступление по среднему не надо, по среднему баллу аттестата. За исключением творческих направлений, это физическая культура, музыкальное образование, изобразительное искусство, где при поступлении сдается один экзамен. Но данный экзамен оценивается по зачетной системе, и в итоге все равно поступление по среднему баллу аттестата уже среди тех абитуриентов, которые получили зачет по профильному предмету. Значит, помимо основной профессии, наши студенты также могут в процессе обучения получить вторую профессию. Вот перечень этих интересных профессий. Тоже вы можете, к примеру, стать психологом и инструктором тренажерного зала. Для абитуриентов, которые захотят продолжить свое образование по программам магистратуры в ВУЗе, вы можете получить, в ВУЗе реализуется направление подготовки магистратуры как по педагогическим, так и по классическим направлениям. Их всего 78 программ подготовки. Также в ВУЗ входит в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества, реализуются совместные программы с нашими вузами-партнерами. И ВУЗ является опорным гуманитарным вузом России по продвижению русского языка в
в странах ШОС. Всем абитуриентам, всем студентам, в том числе и коммерческим, предоставляется общежитие. Вот 7 общежитий на 4000 мест, 3 из них общежития с комнатами повышенной комфортности. Значит, дальше наши студенты с первого курса активно занимаются студенческими науками, выигрывают студенческие гранты. Дальше для тех, кто хочет заниматься спортом, созданы все условия. Единственный вуз, который имеет в Республике Башкортостан, который имеет 2 плавательных бассейна и 7 спортивных залов, а свой творческий потенциал вы можете развивать в наших студенческих клубах. Вот у нас 10 творческих коллективов, 6 из которых имеют звание народные. Второй год в ВУЗе работает профориентационный центр 5К, где мы даем консультации по вопросам поступления. Практически не только наш ВУЗ, но и любой ВУЗ. Дальше, уважаемые ребята, при поступлении вы можете увеличить свои баллы, получив баллы дополнительные за индивидуальные достижения, в том числе и в Акмолинских олимпиадах. Уже завершается первый тур Акмолинской олимпиады. Вот на слайде вы видите ссылку, откуда можно зайти и участвовать в данном конкурсе, в данной олимпиаде. Данная олимпиада совершенно бесплатна. 3 этапа идет, победители и призеры получают дополнительные баллы при поступлении. Ну и самое главное наше богатство, это, конечно же, наши выпускники. Педагогический университет готовит универсальных специалистов. Наши выпускники востребованы практически в любой сфере человеческой деятельности. И в завершении, уважаемые друзья, я хочу всем вам пожелать удачи, успехов в сдаче единого государственного экзамена, в выборе того вуза, какой вы хотите, чтобы туда поступить, успешно завершить и реализовать себя в жизни. Удачи вам!